На телевидении же приходят особенные люди. Они тоже, ну, как бы избитая фраза-то не была, это все равно, ну, это штучный товар. Я ходила, помню, хотела, чтобы меня взяли на работу к директору тогдашнему, к Фанилю Шамсеевичу Кудакаеву. У меня было такое по графику, я по вторникам ходила к нему. Меня не всегда принимали. Ведь телевидение сфера очень жесткая. Я не хочу сказать жестокая, жесткая. Отпирает людей, дай бог. Добрый вечер. Вы смотрите новости на главном телеканале Республики. В студии Евгений Романов в этом выпуске. Главная редакция информационных программ. Обычное утро обычного рабочего дня. Утренняя летучка. Подводятся итоги, обсуждаются сюжеты на сегодня. Все как всегда. Всегда много десятилетий назад. Башкирское телевидение, редакция новостей, она же «Панорама», Башкортостан, Ватан. Две небольшие комнатки. Утренняя летучка. Что сегодня выйдет в эфир? Непременно решение очередного съезда КПСС, вести с полей, репортаж со строительной площадки, лучшие по профессии, новости культуры. Республика созидающая, новостищики в ногу со временем. Это были люди не просто талантливые, не просто яркие, это были очень такие мощные индивидуальности все. Вот взять, допустим, новости. Тогда их было-то всего ничего. Две величины постоянные. Зумара Авдиярова, Тамара Чегвинцева-Макарычева. Чуть позднее примкнувший к ним репортер от Бога Борис Калмацкий. Русская редакция. Говорят, новости – дело молодых, и с этим нельзя не согласиться. А две наши постоянные величины пропахали на ниве информации более 30 лет. По бездорожью, на кукурузниках были и такие самолеты. Случалось в товарниках ради нескольких строчек сюжетов. Они его вдвоем обеспечивали, там называлась она сначала «Панорама», вот информационный выпуск 20 минут, и потом «Башкортостан» называлась. Вот они вдвоем на русском языке обеспечивали. Конечно, с помощью других, но тем не менее, потому что каждый, когда выезжал, он привозил. Но там был дефицит транспорта, во-первых, дефицит кинопленки, монтаж, там все остальное. Это, они же еще проявляли эту пленку. Вот мы как-то посчитали, пока вот передача с момента съемок, там, выезда, допустим, выходила в эфир, 11 там ступенек проходит. Они приходили по телефону, обзванивали всех, потом определялись, куда выезжает съемочная группа. Вот. И так целый день на этих телефонах, значит, и всегда все были на взводе, все ждали, что в любой момент придется выехать, причем не знаем куда. В башкирских новостях величина постоянная Едгар Найманов. Там работали просто люди уж очень-очень, как говорится, стойкие, очень-очень терпеливые, очень-очень не от мира сего. Они обдумывали каждую фразу. Я понимаю, что такое обдумывать каждую фразу на телевидении, на живом экране, чтобы это звучало и современно, и те услышали, и эти поняли. Он так любил свою работу. Всегда допоздна, помню, он оставался. Утром всегда он раньше всех появлялся. Постоянно куда-то выезжал. Постоянно с кем-то что-то иногда вот обсуждал. И на летучках, на 5-минутках он всегда отвечал за всех. Он все, как огонь брал на себя. Но одним-двумя словами он отстреливался от всех замечаний. Вот настолько он был умный и меткий. И с ним и как-то Шайхдинович считался. Он знал, какую тяжесть он носит на себе. Долго работал талантливый журналист Равиль Хакимов. Вслед за ним Радмир Мурзагалин. Сегодняшние новостищики считают его своим учителем. Ну, а Радмир
учился у своих старших коллег. Такая закономерность: младший у старшего, старший у прастаршего. Так вот и жизнь продолжается. Галия Гарифуловна Макаева в те годы работала в новостях. Потрясающей ответственности человек, который трижды могла перепроверить, и потом еще прийти на эфир, во время прямого эфира еще сидеть, остаться. Представьте, новости вечером идут, рабочий день официально заканчивается в 6, а новости, как правило, в разные годы, в разное время шло, но всегда не раньше 9. Еще остаться и еще в прямом эфире это проконтролировать. Она долгое время работала в этой службе, поэтому каждое слово, любую информацию она пропускала через свое сердце. Новости – самая лучшая школа для телевизионщика. И профессиональная, и жизненная. Павел Самойлин, Сергей Захаров, Наиля Аширов, Гульнара Абдурахманова – подтверждение тому. Это же было самое начало 90-х годов, там 93-й, 94-й, 95-й года. И был вот этот крен постоянный на сельское хозяйство. Вот мы вот очень активно его всегда освещали. Это самые передовые журналисты работали там. Они у всех были на устах. Мне посчастливилось работать с Айтуганом Мингажитиновым, Стасом Полянским, Эльзой Хоревой, Наилем Ашировым. Эти ребята были безумно талантливые, красивые. Я всегда удивлялась, когда они успевали ездить на съемки, писать сценарии, монтировать. Они вроде со всеми общались, разговаривали, шутили. Основной период мы работали с Галием Негалеевичем Якуповым и со Стасом Полянским, вот покойным. У нас была такая достаточно плотная команда, и мы делали там, все. То есть можно было утром поехать в коровник какой-нибудь, после обеда поехать в Белый дом. Я всегда следила за работой Бориса Калмацкого. Интеллигентный, образованный. Он всегда мастерски делал сюжеты про колхозы. Я сама выросла в деревне, но не отличаю пшеницу от ржи. А он делал великолепные сюжеты про уборку, про надои. С удовольствием беседовал с доярками, комбайнерами. И главное, он брал интервью на башкирском языке и делал репортажи на русском и на башкирском языках. Я много лет работала в официальном поле, где, конечно, мы всегда были в гуще событий, много значимых событий в истории республики Уфы, и мы об этом сообщали первыми. Сейчас телефоны вошли в нашу повседневную жизнь, и, наверное, уже никто не представляет свою жизнь без телефона. Конец 90-х годов мы выезжали на съемки, и первым делом мы, в принципе, наверное, не искали героев, а искали стационарные телефоны, чтобы позвонить нашему руководителю, сказать: да, мы доехали, Радмир Дамирович, и наш обратный телефон, номер телефона такой-то, такой-то, если что, звоните. И он нам давал ЦУ, говорил: так, ребята, там быстренько отрабатываете, минут через 15-20 или там через час-полтора вы едете на другую точку. Наш руководитель Радмир Дамирович Мурзагалин выходил с ними на перекуры. Даже в эти редкие минуты отдыха они проверяли и исправляли наши тексты. Смеялись над нашими ошибками, даже по-особенному, не обижая нас. Даже когда глава государства приезжает, ты едешь с этой кассетой, такой драйв, что я сейчас это покажу в эфире. Человеку, влюбленному в свою работу, в свою профессию, это, конечно, огромная радость, это огромное удовольствие. Был Радмир Дамирович Мурзагалин, Ильдар Хубиддинов, Фанур Ягафаров. И, в принципе, я был четвертым, скажем так, членом именно этого коллектива. А что касается русских новостей, работали такие зубры, как, к сожалению, ныне уже покойные Стас Полянский, Айтуган Мингажитдинов, Наиль Аширов работал в то время, Гульнара Абдурахманова. В принципе, 9 человек мы делали новости в то время. Стас Полянский, да, который мы все его называли мегамозгом. Он вроде бы так особо много не говорит, он вроде бы так даже как при каких-то обсуждениях лишнего не скажет. Но потом он такой в конце обсуждения, это в качестве резюме, буквально скажет несколько фраз, все встает на свои места.
И все понимают, что да, действительно, этот сюжет надо делать именно так, а не как иначе. Эту программу надо выстроить таким образом, чтобы выпячивать, да, вот как бы выделить именно вот этот момент, а не тот какой-то другой. Потому что это сказал Стас. Потому что Стас видит глобально, и Стас знает, что надо передать зрителю и что надо сказать зрителю. Это был тогда вот авторитет, действительно. В службе новостей работали уникальные ребята, которые, несмотря на то, что они имели профиль политика, они очень много уделяли время спорту. И их тоже, к сожалению, сегодня нет живых. Это Стас Полянский, это Айтуган Мингажетдинов. Люди, которые всегда поддерживали, всегда по-доброму девчонку молодую, даже булочку принести с чаем, когда нет времени перекусить. И вот на это они находили время, и эту теплоту я всегда помню. Но главное, что, конечно, они были специалистами в своей области. Я пришел, мне дали 2 текста, сказали, переведи на башкирский, я его перевел, мне сказали, о, все нормально, выезжаешь на съемки. Сказали, берешь камеру Betacam, спускаешься от ТЖК, берешь такой ТЖК, приводишь сюжет. То есть, представьте себе, да, человек, который никогда в жизни не думал, что он будет журналистом, что он учился как бы на другое. Он не понимает слова ТЖК. Я, честно говоря, в то время я не знал, что такое ТЖК, например, да, потом, что такое Betacam. Мой самый первый оператор был, кстати, Ильдар Магомедов. Он сейчас в Москве. Ну, мы с ним выехали. Первая съемка это была Русдрам, посвящение студенты, медиков. И там по дороге мне Ильдар объяснил, что такое, например, интервью, как его писать, как съемки делать. Ну, как-то так. Я всю ночь не спал. И, в принципе, из того, что я написал, там, наверное, осталось буквально 3-4 предложения. Это был первый день, работали мы с Ренатом Искужиным тогда. И они говорят, ну, первый день, что ли? Я говорю, первый день. Ну, давай стендап тогда учимся писать. Я говорю, а что такое стендап? Он говорит, ну вот, когда корреспондент стоит в кадре и что-нибудь рассказывает. Я помню, мне первый текст моего стендапа даже помогал писать Ренат Искужин. Хочу сказать спасибо Кирату Дамировичу Мурзагалину, который брал текст, приглашал меня к себе рядом, так сажал и говорил, давай, говорит, Шамиль, давай вот первое предложение почитаем, а давай, говорит, мы его напишем вот так. Я думаю, в течение 2 месяцев я хотя бы чему-то научился. С такой теплотой вспоминаю атмосферу тех времен. Это была такая вот команда, да, команда самоучек, возможно, команда профессионалов, которые сами себя сделали. Но они это сделали с любовью, пахали до 7-го пота, пахали круглосуточно. Именно выезжая на съемки, пиши репортажи, собирая их, снимая репортажи, ты понимаешь цену тому, что, о чем ты вещаешь именно с телевизора. Мы все здесь жили, мы все здесь работали, все пытались сделать что-то новое, интересное. Немножко вот тоской вот там вот 80-е, 90-е годы немножко. Ну, начало 2000-х, когда еще не было интернета, даже сотовых телефонов не было. Вот мы сидели с утра, там каждое ведомство, министерство звонили, там все выясняли, спрашивали. Я вот до сих пор диву даюсь, как наш руководитель находил новости, информационные поводы. И он нас учил в то время читать те же самые газеты, общаться с людьми, спрашивать у них, что и как. Мы, в принципе, обзванивали в те времена чуть ли не каждый район. Когда я пришла, Радмир Дамирович уже ушел было на Юлдаш, но он все равно каждый день к нам приходил, заходил, брал там у каждого свои сюжеты, так посматривал, указывал пальчиком, вот это вот место, посмотри, пожалуйста, и уходил. Учили писать это Ильдар Хубидинов, Фанур Ягафаров. Вот это вот 2 человека, я считаю, что, ну, как старшие братья всегда вот поддерживали нас. Это был Алик, Айрат Мурзагалиев, с которыми мы там по 1000 километров в день проезжали иногда. Мы выезжали в 5 утра, приезжали в 9 вечера, делали сюжет, уходили домой, и на следующий день опять в 5 утра мы выезжали. Так называемый пул это вот операторов и журналистов. Ильдар Насреддинов, тот же Ренат Искужин, мой любимый, и Роберт Минигалиев. Я вот очень хорошо помню, это было, по-моему, начало 2000-х годов, занесли первый компьютер. Мы с Фануром потихоньку осваивали этот компьютер. Я помню, как мы пытались не писать на бумаге, а сами набирать тексты. Ну, естественно, пока там буквы найдешь, пока что и как,
Радмир Дамирович нервы, скажем так, не удерживали. Он говорил: ребята, хватит ерундой заниматься. Отдайте, пожалуйста, Машбюро, быстрее напечатают, я быстрее проверю, а потом уж делайте все, что хотите. А сейчас, вот считайте, в Ньюсруме у каждого корреспондента свое рабочее место, где они не только печатают, там же и просматривают и видеоматериалы, там же они и монтируют сами. Тогда у нас работало буквально там 10-12 человек, сейчас уже 90. Тогда мы делали действительно 15-20 минут, там врезка на федеральном канале, а сейчас у нас самостоятельных 20 выпусков в день, и они все в прямом эфире. Тогда был период, когда вот эта вот небольшая служба новостей делала новости для 2 телеканалов. Это только тогда БСТ появилась, а на России еще мы остались. У нас объединенная новостная служба была. Тогда это были кассеты, это были вот ленточный, линейный монтаж, да. Тогда мы бежали с одного конца телецентра в другой, чтобы успеть во время эфира выдать тот или иной сюжет. А для того, чтобы этот сюжет выдать, нужны были еще дополнительные 20 секунд, потому что надо было вставить в кассету, запустить и так далее. А сейчас это все как в электронном виде. Старая гвардия, она вот передает опыт молодежи. В новостях есть преемственность поколений, как бы вот какие-то традиции, они переходят вот из года в год. Я иногда смотрю на Шамиль Булатовича и вижу Радмира Дамировича. Иногда смотрю на Рамзию и узнаю Ильдара Фабельдинова, Гульдарьяпа. Ну, она наш ветеран, она и тогда вот работала, и сейчас учит молодежь. Новости собирались в такие вот микрофонные папки. Сейчас у нас фабрика новостей, которая высчитывает, сколько минут мы собрали. А раньше ребята опытные брали, собирались тут материалы и на вес так определяли, так говорили: ага, тут 3 минут не хватает, 4 минут не хватает, или перебор там 2-3 минуты, и убирали материал. Тут уже приезжаешь с командировки, и через полчаса, через час уже материал в эфире. Диктор только спрашивал, что там было, тоже вот записывает быстренько в эфире, передает. Вот только что вот наша творческая группа вернулась, и мы уже вот там этот материал показывали. После линейного монтажа тут все в одном, и видеоматериал, и тексты, и программа, вот Синежная, очень удобная для работы. Я не представляю, чтобы вот наши нынешние журналисты сейчас бы согласились, допустим, ездить в тех же наших страшненьких синеньких УАЗиках, где там продувало зимой, и летом мы сидели внутри с зонтиком, чтобы дождик не капал, выезжали куда-нибудь в командировки, дальние районы, и там сидели бы, ну, допустим, в Абзелиловском районе в течение 7 дней, чтобы привести 3 сюжета, и потом их в течение месяца выдавать в эфир. Взять, например, те же самые поездки в районы наших руководителей, когда они выезжали, скажем, на крузаках, у нас в то время были УАЗики. И для того, чтобы успеть, за ними не опоздать, мы выезжали 2 бригады. То есть на 2 УАЗиках и работали в шахматном порядке. То есть первая точка, например, снимаю я, там отработали, скажем так, делегация уехала, 2-я бригада уже ждала там. И вот так в шахматном порядке мы, в принципе, и работали. Сейчас уже наш гараж, в принципе, оснащен современными машинами. За Урале бывает иногда ребята утром уезжают и вечером приезжают и делают материалы, что представить лет 7-8 тому назад, наверное, это было, наверное, невозможно. У нас появились так называемые ТВИ-рюкзаки, это передающие устройства, которые позволяют нам включаться с места событий, то есть делать прямые эфиры, прямые включения. Я могу сказать, что нам завидовали все девчонки из других СМИ. Потому что у нас работали самые интересные журналисты, самые умные, самые эрудированные. Это Станислав Полянский, Айтуган Мингажетдинов, это Фанур Ягафаров. Все красавцы, все статные, все умные, все интересные девочки. Говорили: как же вам везет, что у вас работают такие ребята. А мы знали, что нам везет, потому что эти ребята, они не просто были такими интересными мужчинами, которые рядом находятся в нашем кабинете, да, работают вместе с нами. Они же были очень талантливыми журналистами, которые нас и учили тогда много чему. И я до сих пор вот этих людей воспринимаю как своих вот членов семьи, как своих старших братьев, старших товарищей. Кто-то выезжает и в 6 утра, кто-то и в 5 утра. И рабочий день заканчивается только после того, как ты сделал материал. Учитывая, что сейчас новости выходят в день 19 раз, то рабочий день у новостищика заканчивается в 10 вечера. Это у русской редакции, и у башкирской где-то на полчаса позже.
идет эфир, вот у нас тут мониторы везде, все собираются, смотрят. Ну, вроде бы сами только что сняли, сами это все написали, смонтировали, но еще и потом смотрят. Сейчас есть все условия и монтировать, и хорошие машины, и вот звук здесь рядом, да, чтобы голос записывать. Есть все условия. Работать и радоваться только. Сегодня сельхозник, завтра медик, послезавтра педагог. Темы не приходится выбирать. Я считаю, что новостейный журналист должен разбираться во всех темах, должен быть в курсе всех событий. Не тогда, 15 лет тому назад, когда я только пришла, и когда у нас был только один выпуск на русском, один выпуск на башкирском, сказали бы о том, что через 15 лет у вас будет 20 выпусков в день, что вы в день будете выдавать там несколько прямых включений и так далее. Я бы никогда бы не поверила и сказала бы, что вот ребята фантазируют. Я очень горжусь моими новостичками, которые приходят сюда на эту работу, потому что работать 24 часа в сутки могут, наверное, только настоящие фанаты своего дела, которые горят новостями, которые живут новостями. И новости для меня – это семья. А на самом деле семья, потому что мы тут реально живем, мы знаем друг про друга, наверное, все. Мы отмечаем дни рождения. Если у кого-то случилась беда, мы, в принципе, также дружно пытаемся как-то утешить, помочь материально, словами. А по-другому в новостях, наверное, это невозможно. Мы не считались со временем. Даже говорить об этом вслух было как-то даже неприлично. Мы были как солдаты. Все новости, наверное, позиционируют именно с ведущими. Вот, например, у меня там в деревне все говорят, там все, Гульнур Гюлей Башлана, то есть Гульнур начала говорить, типа, все, новости посмотрим, да. А при этом, наверное, большинство не подозревает, что за кадром там труд десятки ребят. Это и работа корреспондентов, который выехал с утра для того, чтобы сделать тот же самый 2-минутный репортаж, он потратил целый день. Это труд корреспондента, это труд оператора, это труд монтажера, с которым они вместе собирают. Потом это же труд и режиссера, который выдает это в эфир, тех же самых ребят-водителей, которые нас увозят, привозят живыми, здоровыми. В новостях всегда работали самые интересные монтажеры. Своеобразный, так скажем. Это был Влад Уваров, он был такой флегматик, всегда все вовремя успевал сдавать. Это Айгулька Фазылова, которую мы просто просили, иногда, когда некогда или голосов не хватало, просили тонировать текст. Она вот садилась за пульт, тащила к себе микрофон, садилась и начинала нам читать эти тексты. Да. Заремка, она, в принципе, учила, как читать закадровые тексты. Работала круглосуточно, она иногда домой не уходила. Был Тимирьян Зубаиров, который тогда только перешел с Тамыры, он тоже вместе с нами учился делать новости. Он мог до 5 утра сидеть, монтировать сюжеты. Служба новостей под руководством Башкирского спутникового телевидения и при содействии благотворительного фонда «Мархамат» еще осуществляет благотворительный проект «Среда милосердия». «Мархаматли мухит», мы его по-башкирски так называем. Но очень много детей за это время получили помощь благодаря нашей редакции. Кто-то вылечился, кто-то смог съездить за границу. Где мы совместно с нашими телезрителями собираем деньги больным детям. Могу сказать, по прошедшему 2015 году мы помогли вместе с телезрителями, собрали денег на лечение более 55 детей. Я сегодня начала заниматься темой «Ребенок болеет лейкемией». Так охота помочь. Звонила, с утра уже звонила по всем фондам, по всем, кто может помочь, спонсорам. Вот такие случаи ты уже начинаешь жить жизнью этого маленького человека. Все равно приходится пропускать через себя. Жить какое-то время жизнью своих героев. Некоторыми общаемся уже по 20 лет, некоторыми уже подружились своими героями. У каждой редакции еще есть своя группа ВКонтакте. Зрители тоже стали активнее, конечно. Они тоже звонят, передают, фотографии отправляют. Раньше, если просто так звонили, а сейчас, конечно, там все это видео, фото. То есть эта сеть народных корреспондентов, она развивается. Мы запустили редакционный WhatsApp. Я очень рад, что есть обратная связь с нашими телезрителями. Есть такие моменты, которые вдохновляют, заставляют каждый день с утра вставать и бежать на съемки.
Для меня вот отношение людей самое главное. Но помимо благотворительности, нам, в принципе, звонят же с разными вопросами. Просят, например, помочь с дорогами. Да, мы показываем репортаж, потом через определенное время власть же реагирует на все это. Нам звонят со словами благодарности. Это тоже очень приятно. Влюбленные в телевидение приходят люди, и это очень радует. Значит, есть будущее, продолжение следует, я вот так хотела сказать. Яңлыктарның иртәнге сыгарылышы тамам, күнегез уңышлы үтсен, хау булыгыз.